Начали. Заново все. Начали. Ну да, но не записал. Начали. Нет! Начали! Ага. Еще раз. Сейчас. Все, я серьезно. Все отлично. С нами сегодня Джотеру Отербе. Вот мы и встретились, Джотаро! Всем привет, с вами Том Сквер, и это подкаст Basement Talk. Рассказать, что происходит за кадром? Всем здравствуйте, это третий дубль третья попытка записать подкаст. С вами постоянная ведущая Салима, непостоянный ведущий я. Сегодня у нас в гостях эксперт в области тяжелой музыки, ходячая энциклопедия Джотаро! Отербе. И сегодня он нам расскажет все, что он знает о металле и вообще о музыке. Вам слово. Здравствуйте, спасибо, что вы меня нарекли экспертом. Приятно быть в чем-то в этой жизни экспертом. Пусть будет эта тяжелая музыка, радует. С чего все началось? С чего началось? Третий вариант. Мы об этом не говорили только что. Я как-то по-другому сейчас хочу рассказать. Услышал музыку, мне понравилось. И все. Конец. Музыка тяжелой была. Жизнь тоже. Третья попытка истории жизни заканчивается. Сейчас придумаю что-нибудь. Что могу сказать о себе? Давно довольно начал увлекаться музыкой. Я вообще, в принципе, считаю, что из всего того многообразия, что человечество даровало нам, музыка самая прекрасная, что вообще в этом мире есть. Поэтому это мое основное увлечение, наверное. И хоть я и жизнь музыки не посвятил свою, но тем не менее люблю, слушаю, практикую, увлекаюсь, если можно так сказать. Что на тебя повлияло больше всего? Головой в детстве стукнулся. Я думаю, из-за этого. Это что-то металлическое, да? Да, так, кстати, было. Надо будет потом этот звук из металлической трубы вставить. Какие-то у тебя, я не знаю, вот что-то самое такое серьезное, что вот после чего ты начал? Дядя мой, например, еще люди постарше меня. Я замечал, что они слушают. Они слушали, конечно, в то время, что было популярно во время их молодости, всякие там AC/DC, Led Zeppelin, Black Sabbath, Rush. Наверное, в первую очередь Rush, Black Sabbath стали основополагающими коллективами моего музыкального вкуса, сформировавшегося уже далее. Когда это началось все? С какого возраста? Лет, прям что-то тяжелое, наверное, поздно начал. Самое такое, что обратило внимание? Вообще в плане музыки, да, классическая музыка, думаю, в первую очередь. В то время было довольно популярно, и на кассетах можно было найти много сборников разных. Электронная музыка тоже, там были супер миксы 2001 или там 99 с неграмотными римскими цифрами, там что-то было написано. Хай-фай мне нравились, да. Да, вот, наверное, слушать Оззи Осборна. Что-то его называли сатанистом, до сих пор не понимаю почему. Да. Очень непонятно, да? А что он с крестом таким огромным ходил? То есть это его... Это сценически. Чисто христианин. Да. На чем слушал музыку? С плеером сидишь. Да, у меня до сих пор он где-то остался, сидишь на плеере. Как объяснить человеку, который вообще такую музыку никогда, или не слышал, просто не понимает, как его приобщить к такому? Приобщить. Вот я сколько не пытался. Опять? Выключил. Мама, какое? А вот почему ты говоришь, это еще и контроль. Это после удара в металл? Да, это прям в детстве было, это на всю жизнь мы повлияло, в принципе. Рамонс обнаружил, наверное, все из-за, в первую очередь, видеоигр и телевизора, я думаю. Там, каналы в то время были, которые крутили... VH1, да. MTV тогда в то время еще нормально. Прям давно, да. Там Бивис и Батхед, что-то такое, то есть, как-то повлияло. Да и в мультсериалах тоже. А из игр, вот что, например, такое самое... Из игр, Need for Speed, да, но в большей степени для меня, чем даже Need for Speed, это Тони Хок серия. Я обожал скейтбординг, все это я обожал, да. И, GTA, Vice City, San Andreas, особенно вот эти две части там. Кстати, была еще такая игра,
Ну, в 2008 году где-то вышло Burnout Paradise. О, да, однозначно. Burnout Takedown даже третий. Вот прям там такой поп-панк был, который мне очень нравился, прикольный. А еще была Guitar Hero называлась такая. У меня там гитара была такая, короче, вот, целая система. И я там выбирал бас. Я не знал разницу между гитарой и бас. То есть там партии баса мне почему-то больше интересны были всегда. Но, да, однозначно, басисты вообще, в принципе, ну, вообще ритм-секция группы это прям основополагающая. Самые лучшие группы это там, где самая хорошая ритм-секция, да, однозначно. Ну, любая группа хорошая, кроме там Металлики. Ну, все везде хорошая ритм-секция. We're going to be listening to Metallica until James sings the word yeah. Okay, let's do this. Для меня все равно то, что они делали, будучи молодыми, все равно вот есть разница у групп популярных, что когда они еще голодные, молодые, здорово. подтвердилось сейчас, голодные, молодые, они, ну, более такая музыка, ну, как от души, можно сказать, наверное, она идет, а потом уже в коммерцию это все, когда уходит, это уже менее интересно, поэтому их творчество все равно сильно разделяет. На каком инструменте ты умеешь играть? Или на каком пробовал играть? Пробовал на гитаре, пробовал на басу, больше, наверное, какие-то успехи на басу были. Как мне сказали, у меня деревянные руки. Ты до этого говорил, что у тебя две левые. Две левые, но и деревянными тоже их нарекали. Ну, и правые две, не знаю. Ну, ничего, в общем, не получалось особо. На басу более-менее. Как насчет, чтобы попробовать прямо сейчас? Врасплох сейчас. Один момент. Нет, у нас тут небольшой презентик. Мерч от Томского. Что, реально? Да. Спасибо, спасибо. Сейчас будет момент перевоплощения. Какой жанр музыки ты не любишь? Вот что-то такое, что прям... Вот что вообще не можешь отвратительное, вот слушать, что тут... Никогда не будешь, ни в машине не поставишь. Кантри рэп, знаете, вот это сочетание? Да, его называют еще крэп, это типа по-английски. Вот это самый отвратительный жанр. А, это музыки. типа Cut Night Joe, да? Напеть можно? Я вообще не в теме. Я, к счастью, даже ни одну песню не вспомнил. Вот это я Cut думаю, Night Joe тоже, я ненавидел в детстве эту песню. Прям реально. Салима, может, ты знаешь. Ну, я думаю, там вот что-то вроде вот старого Джонни Кэша и типа с дорожкой Ноториуса Бига, типа того. Не, так бы было круто. Это бы реально ты офигенный жанр сейчас придумал. А это просто худший, вот именно современный какой-то кантри, как это Билли Рэй Сайрус, там что-то такое. И современный дерьмовый рэп, такой прям, где они поют про свою там трак, там, пикап, что-то такое. Короче, кавказский поп стоит намного выше. Не, ну, Джонни Кэш тоже. Джонни Кэш или Кавка? Или Хибла Джонни Мубла? Кэш, что... А вот из Так, нашего... провокационный вопрос мы здесь не задаем. Что-нибудь из нашего там, вот, может быть, то, что было раньше. 67. О, Не, ну чисто это база. а вот из более-менее по ребят помоложе там. Ну, которые, есть 2000-е замечательный коллектив, называется Том Сквер. Всем рекомендую, прям супер группа. Ну да, я их видел, кстати. Видел, вот. Такой Мы тоже хотим увидеть в ближайшее время. вопрос. Как думаешь, почему людям, которые слушают попсу, когда они слушают какой-нибудь металл, для них прям сразу фу-фу-фу, а любителям тяжелой музыки нормально послушать все что угодно, в принципе. И они как-то Но я такого вот с не последним не соглашусь, кстати. Какие-то вот такие вот прям фанатичные металлисты, они ни в коем случае вот никогда даже рядом вот с играющей попсой стоять не будут. любят. Ну, есть, Ну, да, как-то есть. А спокойно. я не так. согласен. Не, ну к тому, что, знаешь, просто вот те люди, которые максимально отрицательно реагируют на тяжелую музыку, называют это там, не знаю, сатанизмом, Сатанизм. дьявольщиной. Вот про такие крайности, если говорить. Ну, разные люди есть, больные, может быть, немного. Не, ну, шутки шутками. Я думаю, просто, наверное, в первую очередь нужно понимать, что является основополагающим. Если кому-то не нравится музыка тяжелая, там, еще какая-нибудь гитарно ориентированная, скажем, даже, это их право. Просто если прислушаться и понять,
суть. А суть основная – это гитарный риф. Риф какой-то, который, ну, скажем так, запоминается, является мелодичным, или, может, даже не мелодичным, но он несет за собой определенную суть, и он ведущий, как инструмент и часть песни. Если начать, вот, мне кажется, это как-то замечать и понимать, насколько, возможно, даже сложная музыка, возможно, порой даже она мелодичная или простая. То есть может любой, ну, поклонник любого жанра музыки может для себя что-то подметить. Там вокальные партии, мелодичные моменты, ритм-секцию, гитарные соло, рифы, что угодно. В принципе, много что может зацепить. Просто люди в первую очередь, когда не знакомы с жанром и что-то они услышат отдаленно, для них в первую очередь это реально как шум прозвучит. Я когда в первый раз услышал, там, например, там Cannibal Corpse, что-то такое, для меня это тоже шумом The Queen, что за Да, ну, Арейджу? вот, я действительно, ну, не понимал, как бы прикола, а потом уже в дальнейшем, ну, опять же, у каждого по-своему вкусы складываются. И Ну вот, кстати, вот что интересно. А какие вообще группы ты назовешь такие, ну, такие... Для новичков, да. Ну, что-нибудь. вот Для условно новичков. говоря, так, такие более дружелюбные, скажем так, и Смотри, интересные. в каком жанре мы говорим? И, ну, какие-то такие, даже такие, какие-то неочевидные. Я думаю, из неочевидных каких-то что-то мелодичное должно быть. Ну, это очень популярная группа всегда, и основополагатели жанра. Что-то вроде Sex Pistols, мне кажется, очень для начинающих, да и не только, она может очень понравиться многим слушателям. Металлика, например, очень популярная группа для новичков, тоже скажем, и для всех, в принципе. Есть Metal Church группа, она в чем-то похожа, и мелодичная, и интересная, и где-то мрачная. То есть, ну, довольно интересно будет для новых слушателей. То есть King Crimson это пока... King Crimson, нет, да, King Crimson King это- Diamond. Ну да, до King Crimson вот нужно Да. вот не столько дорасти, сколько вот... Ну, Да. вот некоторые прогрессив рок-группы я лично не могу особо даже Ну, мне слушать. кажется, для новичков вообще какой-нибудь постгранж, что-то более с таким подходом, как в поп-музыке, где куплет-припев, что-то такое. Да, какой-нибудь глэм-рок там, ну, такой. Да. Кстати, вот Да, Guns N' Roses, что-то да. подобное прям идеально было. Второй Конечно. продвинутый уровень. Какую музыку? Второй продвинутый уровень, ну, уже там... Ну, Какой допустим, трэш. не, я вот лично начал там какой-то... Для меня почему-то это все было вот как 80-е, наверное, популярные жанры. Там глэм был какой-то условный, потом трэш-металл, спид-металл, там всякие там Overkill, Metallica, с каких-то самых таких популярных, Slayer и так далее. Мегадет? Конечно, однозначно. Мегадет очень котировал. Я котирую Мастейна максимально. Сейчас, если кто помнит, великий момент в истории группы. А этот, который вот так вот играл? А этот... Подожди, это у них это Крис Бродерик был, по-моему. Не-не-не. Или Марти Фридман? Камера не Марти. снимает, что ты сейчас показываешь. Не, ну по-любому. Да. Да, ну, Марти Фридман, наверное, ну, золотой состав. Хотя я считаю, что вот где когда Крис Поланд играл, джаз, у них первоначально у них джазовый состав был, можно сказать. У них и барабанщик Гарс Сэмюэлсон был такой, он был джазовый барабанщик. Гитарист Крис Поланд, джазовый гитарист. И они были виртуозы. Они импровизировать могли и все. Мне кажется, вообще, в принципе, вот эта джазовая школа, она очень сильно повлияла на жанр. Там даже Black Sabbath, Билл Уорд, мой любимый, наверное, барабанщик, ну, один из, он, можно сказать, джазовый барабанщик. Все эти партии, ну, они, по сути, они кажутся простыми, но они, Ну я да, думаю, потребишь, они очень сложные даже. Ну так-то очень многие, ну, практически все, не то что барабанщики, даже музыканты, как бы, ну, как-то из джаза пришли. То есть Ян Пейс был джазовым Да, и барабанщиком. эти партии его, особенно вот Бёрн, например, еще Да. в каких-то таких треках, да, они, ну, прям очень яркие, интересные. Мгм. Ну, не знаю, в принципе, барабанщики, там все. Вообще ритм-секция, наверное, моя любимая А часть. как ты относишься Что? к тому моменту, когда Трухильо пришел в Металлику, например? Он прекрасный Да? басист. Я Просто кто-то вообще... говорит, что он, короче, не басист, типа он Не, гитарист. он и гитарист, но фламенко он, по-моему, Да. прям Но очень... не у сравнится с Яри. А, ну. него- однозначно. Ну, он мне есть в Suicidal Tendencies, он нравился. А как он и- передвигается по сцене? да? Ну, он может, да, выглядеть своеобразно, но вот, например,
вот в этот, как в Iron Maiden, когда Яник Герц туда пришел, он тоже на сцене по-другому выглядел, он отличается. А сейчас у них 3 гитариста, и он гармонично как-то в это все вошел. Все разные такие, Да, все разные. И то же самое он свое влияние какое-то внес. И он, наверное, лучший музыкант в каком-то смысле. Хотя ритм-гитарист, как Джеймс Хэтфилд, наверное, один из величайших ритм-гитаристов вообще в музыке в целом, я считаю. То есть, Как вот любишь, допустим, вот, чтобы музыка или вот, не знаю, чтобы как-то, вокал для тебя важен, грубо говоря, или у тебя больше в сторону именно инструментальной части? я Мегадет многие годы слушаю. Знаешь, да, музыку со стрёмным Поэтому вокалом вокал можно не послушать. Можно, принципиален. А вот когда музыка плохая. да, и вокалист хороший, мне кажется, это прям совсем плохо. А золотая середина какая-то, может, Ну, какую-то конечно, группу это идеально. назовёшь? Золотая середина, где все посредственно. Все как бы, то есть Идеально, и да? музыка хорошая, там и вокал, там все такое вот. И как бы это же, есть же такие группы, как Много, естественно. да, довольно много таких. кто вот Прям у тебя? самый яркий пример. Да, для тебя. Прям Ну и как, в записях или живьем? В плане и записи, и живьем, и профессионализма музыкантов, я думаю, я Faith No More. Как? Faith No More. Это, Майк Паттон у них вокалист. Он в моем представлении один из лучших вообще вокалистов в музыке в целом. И вот нам повезло, что он играет в том числе и довольно тяжелую музыку, экспериментальную музыку. Он играет, также он исполняет там с симфоническими оркестрами итальянскую поп-музыку 60-х годов. Да, настолько разноплановый человек. И какой-то там авангард, рок тоже, кантри тоже исполняет. Много жанров. И во всех этих жанрах он прям очень хорош. Но сама группа, она и до него существовала. И там такой костяк музыкальный сильный, что ритм-секция там даже, сильнейшая. Гитаристы там менялись довольно часто. Вот как ты относишься, например, к таким группам, в которых вот есть, например, какой-то фронтмен, который, допустим, не вокалист, этот фронтмен, грубо говоря, от альбома к альбому там, или от каскада альбомов к каскаду альбомов меняет вокалиста там, или наоборот, вокалист меняет гитаристов, то есть, чтобы звучание было разное. Понятно. Как ты к этому относишься? Я недавно, кстати, задумался над этим, потому что вот есть группа такая, например, сейчас пример приведу, Iced Earth называется. Они играют, что-то вроде там power металла, трэш металла, смесь какая-то. И вот у них вокалисты довольно часто меняются. И есть основные вокалисты, которые любимы публикой. Я думаю, в целом больше всего зависит от материала. Если будет новый вокалист, и они запишут какой-то там Magnum Opus, какой-то лучший свой альбом, этого вокалиста примут прям, идеально его примут. И публика воспримет его хорошо, и вольется он. То есть, все зависит от материала. Состав может меняться, но приятно, когда состав группы не меняется, и когда какое-то товарищество там Есть ли такая присутствует. группа вообще? Вот Есть, хорошо, да, такой да. пример простой. Вот, допустим, взять Queen. От альбома к альбому, да, там, получается, музыка менялась. То есть менялся, жанры менялись, Да. это даже в фанк ушли, там еще то все. да. И взять, допустим, там, я не знаю, какой-нибудь Rainbow, где, как бы, чтобы музыка поменялась так, как надо, нужно было поменять вокалиста. Вот какой подход больше тебе, ближе вот? Хочется, конечно, чтобы состав не менялся. То есть, в моем представлении все равно, вот если есть какой-то устоявшийся состав, мне бы хотелось вот как-то, знаете, эти теории там о параллельных вселенных или еще что-то. Я как-то иногда воображаю, что вот мой любимый состав группы, если бы продолжил, какая бы траектория музыкальная была бы. Ту же Сепультуру, если взять, любимую мной, когда там состав сильно поменялся, Макс Кавалера ушел оттуда, дальше все, что происходило, мне не особо нравилось. Мне кажется, вот когда фронтмен остается уже хотя бы вот это. Фронтмен, но он все равно вот какой-то есть у него направление, вот если взять одного человека. Извне каких-то влияний, если нету, то в группе ничего не изменится. Если они были, тогда будут все равно изменения какие-то. Кстати, насчет смены составов. Да, Иногда это даже хорошо. конечно. Потому что я однажды решил сесть, послушать все альбомы РХЧП. Мгм. И, короче,
Вот прошел типа вот каскад альбомов, вот тут Blood Sugar Sex Magic до Stadium Arcadium, потом как бы отваливается Фрушанта, и вот следующие два альбома, вот они реально звучат по-другому. Может не так интересно, как предыдущие, но вот тот же вот, этот Dark Necessities, этот альбом 2015 года, отличный альбом. То есть, и вот следующий альбом Фрушанта возвращается, и они играют буквально Stadium Arcadium. То есть, они... повторение какое-то. Да, то есть они деградировали. Так, такой вопрос. Том Сквер, допустим, да, у нас такое направление панк, такой, тем более еще такой, ну, как бы, фолк, что ли, не знаю, такой, ну, в абхазском У вас деле такой, самобытный, реально, там Да. его под какой... Телефон берите. А вот просто интересно, вот, ну, если панк вот брать, какая группа, возможно, вот, ну, вот именно для тебя, вот из панковских таких вот, ну, Самая там, лучшая, типа. да, и может быть русская какая-то, там, может быть, там, Штаты, может, еще что-нибудь, вот, ну, вот. Не знаю, мне, кстати, вот творчество Том Сквер я ни с чем даже не сравнил, потому что ну, не могу найти что-то похожее в принципе для себя. Мне кажется, вообще в целом вот влияние извне как-то. Из любого жанра может Да, совершенно. они вот ну часто прям делают, как сказать, довольно похожие группы. Вот кто следует за костяком каких-то групп, которые были до, а у вас вот ну не было предшественников, скажем так. Вы действительно новый жанр открываете для Абхазии. То есть у нас сцены как таковой не было. Ну да, как бы. Здесь большая будет в любом случае. Это можно, наверное, сравнить, как вот в Советском Союзе, когда они там начали гитары с дисторшеном, у них появились. И они что-то самобытное тоже делают. Ну да. Интересное, по-своему уникальное. То есть, ну, в этом смысле вы действительно в такой очень интересной позиции находитесь. Вот я тоже этот вопрос еще раз задам, там я, в принципе, уже наверное, второй раз задаю. Вот как ты считаешь, музыка, ну, допустим, не все знают абхазский язык, не все сразу могут там понять, о чем поет Салима. Вот как ты считаешь, вот, ну, молодой человек, грубо говоря, там, ну, 10 лет, там, когда у него там появляется там смартфон, там, Инстаграм или Ютуб, и вот он, грубо говоря, так попадает на канал, значит, ну, Том Сквер там или к Салиме, и вот как ты считаешь, вот если вот он, ну, среднестатистический, как бы, подросток такой, вот как ты считаешь, если даже он текста не понимает, на него может плохо повлиять эта музыка или... Нет, почему? Просто интересно тоже. У меня потому что вот это... Мне интересно, как вот именно ну, такие вот подрастающие поколения как бы относятся. Я думаю, в целом... Тут даже интересно, когда ты не понимаешь, о чем. Какое-то свое восприятие. Да, наоборот, заинтересует человека, возможно, даже сейчас это будет полезно для, возможно, финансирования группы. Министерство культуры заинтересуется данным вопросом. То есть, действительно интересно, если человека заинтересует творчество группы, заинтересуют тексты, это очень одно другому помогает. Я считаю, что вовлеченность в творчество, оно ничего плохого за собой не ведет. Тем более группа сама, не пропагандируйте, в принципе, никакие негативные вещи, ничего такого. А так, я считаю, что никакая музыка ни на кого на самом деле повлиять негативно и не может. То есть, какая бы там, даже насколько бы они по политическим, религиозным убеждениям не расходились взгляды, то есть, ничего не заставит, ничего не заставит, не сподвигнет человека сделать что-то плохое. Да, в Америке в 80-е верили в это, что-то там судили исполнителей, но это полный бред. Ну, как бы, я вот это в прошлом выпуске говорил, скажу и сейчас, как бы наука давно дала отличный ответ, точнее, очень такой емкий, при этом лаконичный. Как влияет музыка на человека, молодежь? Никак. На каких вообще исполнителях ты бывал? Вот, много. Какие концерты? Расскажи. Записываете? Да. Что-то расслабился. Я расслабился прям жестко. Так, много. Прям подряд вот можешь перечислить? Подряд? Давай самый первый, на котором... Первый концерт, Гагра стадион.
какая-то там, типа, сердючку кто-то изображал, короче, что-то такое. Ну, ладно, не посчитаем. По секрету скажу, на 30 Seconds to Mars я тоже был. Не посчитаем. Да, не посчитаем. Но потом реально первый, типа, ну, я уже тогда тяжелую музыку слушал. То есть, ну, у нас нигде рядом не проходило. Я на учебу поехал, в Беларуси учился, и ну, там приезжали исполнители. Да, там не как в Россию, но, тем не менее, приезжали. И там было прикольно, что они, вот, популярные группы, они выступали в небольшом заведении, можно сказать. Там вот Arch Enemy, например, супер популярная группа, которая, честно, мне особо пофиг было, по большому счету. Но они выступали для публики, там, я не знаю, ну, 1000 с чем-то человек. А это для них огромная редкость. А может, больше. Ну и вот в этих концертных площадках там не было прям где-то в каких-то ледовых аренах или еще что-то. Большие исполнители такие не приезжали. Но я был, наверное, первый с Сепультура был, вот именно вот, ну, не нынешняя. Тогда вот это Элой Касагранде, который сейчас Slipknot барабанщик, он тогда только пришел в группу, они даже ничего не записали. Дерек Грин, вокалист нынешний, вот, это был первый концерт. Потом был офигенный концерт. Было так даже заявлено, там была Fueled by Fire группа такая. Мы с ними в курилке познакомились, мексиканцы прикольные, мы там со всякие калифорнийские группы общались. А потом выяснилось, что их гитарист сейчас играет и фронтменом является прикольной группой Skeletal Remains называется. Я как-то ему написал такого, помнишь? Он реально помнит. Я даже фотки искал, но не нашел. Ну, там в курилке, там они жигулевское пиво пили с нами. Так, вот, они первые, нет, новый алкоголь, сигареты, это все зло. Так, потом должны были Nile, они выступили. Потом Creator и Morbid Angel. Morbid Angel с Дэвидом Винсом. Ну, сейчас вот кто для полторы коллеги, которые это слушает, он оценит. Но да, они как раз, это было после альбома их самого неудачного, и они его вообще не играли. Типа, они сказали, мы только old school будем играть, и благо они старые сыграли. И дальше понеслось. Я, наверное, практически каждая группа, которая приезжала, я ходил на концерты, знакомился с некоторыми исполнителями, даже лично доводилось мне. Но вот это такие воспоминания, которые я как будто сон это был реально. Вот это реально лучшее время в каком-то смысле. Но я надеюсь, что отчасти вернется и будут тоже концерты. Хотелось бы, чтобы в Абхазии у нас проходили. Я даже с кем-то из исполнителей говорил, типа, фотки Рицы показывал, вот, посмотрите, не хотели бы сыграть. И, типа, реально был интерес такой. Сейчас называют, не называют. Ну, типа, Soulfly группа, Макс Кавалера с Сепультуры. Вот я показывал, говорил, типа, приезжайте. Мы познакомились, реально. Неймдропинг. Короче, да, еще, бывали такие, они довольно сами по себе, большинство музыкантов, они очень приветливые и простые. Единственный случай, наверное, когда там в автографе отказывали или что-то такое, это, как его вылетело из головы, Accept гитарист, который этот лысый, который основной участник. Но он не то, что отказал, но чуть-чуть как мне грубым, не в настроении был. Ну, там было холодно. И он такой, мол, типа, нам холодно, подписывать все эти альбомы там, что-то. Я говорю, я здесь давно стою уже, но я как бы... Все исполнители и все группы, которых я видел, я бы, наверное, прям очень плохие концерты какие-то не выделил. Бывали разочарования, но не было такого, чтобы какого-то из кумиров я встречал. Такое доводилось, и чтобы я прям разочаровался, не было. Все довольно простые, приветливые, и они ценят своих фанатов. И это, я думаю, очень важно для исполнителя любого. То есть, вот когда посмотришь, опять же, если там про попсу какую-то говорить, еще что-то, ничего плохого, я сам поп-музыку слушаю, очень даже и люблю. Но когда посмотришь на этих напыщенных, по-другому даже не сказать, когда они такое пренебрежительное отношение к фанатам, это, отталкивает нам, наверное. Мне кажется, люди, которые будут слушать даже этих исполнителей, они от них откажутся в какой-то момент просто из-за отношения такого. А есть такая группа, или не знаю,
трек какой-нибудь, который ты втихаря слушаешь, что прям попсовое? Ну, я не втихаря, прям я дома хожу и слушаю. Сейчас вот я Шуру слушал, например, «Холодная луна», знаете, песню? Я по дому ходил. Backstreet Boys, и I Want It подпевал. That Way. Да, В душе тоже. поешь? Не, ну в душе не пою, просто по дому хожу и напеваю, там, хожу, Кстати, брожу, он как-то смешно Вот произносит. такой вот, сейчас вот задумался, вот кто вот из таких вот, типа, вот, рокеров, вот, и вот во всей этой тусовке вот реально вот звезду, можно сказать, что поймал. Ну, типа, из тех, кого я лично видел, что они прям зазнавшиеся. Да не, в принципе. в целом, вот, как я считаю, я думаю, наверное, с Билли Корган и Smashing Pumpkins какой-то странный. Хотя я люблю группу. Мне она первоначально, если говорить о группах, вообще чуть отойду, где вокал раздражает и не нравится, где надо привыкнуть к группе. Это одна из них. Ну, там музыка интересная довольно. Но он странный человек. То есть его, ну, не зря он как-то вся публика и другие музыканты от него отходили, потому что он реально себя считает пупом земли. короче. Какой-нибудь Ричи Блэкмор. Ричи Блэкмор, мне кажется, вот такие вот исполнители, как, например, там Ричи Блэкмор или Ингви Мальмстин, которых все считают, что они там придурки какие-то, грубо говоря. Мне кажется, со временем понимают, что, ну, они просто те музыканты, которые настаивали на своем. У них было свое четкое видение, и оно расходилось. Но они все равно настаивали на своем. Именно благодаря этому, возможно, они добились успеха. То есть сейчас их обвинять в какой-то там звездности или еще чем-то. Нет, они просто люди, которые любят свое дело. Знаешь, вот такое ощущение, будто даже вот Принц звезду не ловил, но я точно не знаю. Принц, он, мне кажется, вообще своеобразный был. Я Принца очень люблю, но он прям очень такой своеобразный был человек. Ну, да, ну, по нему, в принципе, видно. Да, со всех сторон своеобразный. Еще такой вопрос. Вот ты отделяешь личность музыкантов от их музыки? Или Ой. бывают же такие случаи, когда узнается, что там человек какие-то Ужасный ужасные вещи какой-то. совершал? Ну вот прям если ужасные какие-то вещи, я наверное, ну, перестану слушать. Ну, и не из-за того, что прям я постараюсь отделять. То есть для меня есть там, условно говоря, музыкальное творчество какое-то, и есть человек, который это все пишет. Но если прям что-то ужасное, убийство какое-то, или еще какое-то, что-то такое, что расходится с какими-то морально-этическими нормами, не знаю, я не могу уже в дальнейшем воспринимать. Даже какие-то высказывания, выкрики каких-то некоторых исполнителей. То есть мне... Вот, например, опять же, Фил Ансельмо, когда зиганул, мне это не понравилось категорически. Не знаю, вот я, например, меня вообще не волнует, типа, вот, ну, какой человек сам по себе. Вот если вот музыка хорошая, то, типа, это музыка. Ну да, но вот если он какой-то там убийца, насильник, что-то такое. Ну, то есть я буду, возможно, что-то слушать буду, но это все равно останется в моем представлении. То есть это испортит мое восприятие музыки. Да, ну, Лучше это... иногда вообще ничего не знать про исполнителя. Вообще это, ну, типа, наоборот, загадочный образ какой-то. У меня просто вот такого нет. Вот если вот, не знаю, я завтра проснусь, и мне скажут, что как бы весь состав РХЧП, не знаю, Маньяки, да, маньяки, убийцы, как бы, типа, и они какие-то вот плохие вещи с Риком Рубином делали, ну, музыка хуже для меня не станет. Там есть моментик у них, кстати, да. Криповый такой. Вообще, так если посмотреть, все вот эти популярные группы, они на фоне тех же блэк-металлистов, просто как раз-таки те самые... Ну, не, вот среди блэк-металлистов все-таки были, ну, очень много таких вот прям больше вот... чисто вот образ. Ну, людей, которые вот очень сильно старались и стараются быть такими вот провокационными. Да, вот это типа как был популярный термин, как эйдж-лорд, что-то да, такое. Да, вот буквально. Вот, это реально, да. Это реально. Мне кажется, вообще, в принципе, с какой-то иронией, когда человек относится к своему образу и к музыке, это самое лучшее. Ну, да. То есть там даже те же там Napalm Death, там Барни Гринвей приезжал, когда в Россию, он выступал в футболке с Джастином Бибером. Почему? Потому что, типа, он как-то высказывался таким образом насчет там каких-то там притеснений, сексуальных меньшинств или еще. Я не знаю, при чем Бибер, но типа, это, наверное, тоже провокация какая-то. Да, но это прям очень даже политизированная группа сама по себе. Или там есть, ну вот есть опять же группы, типа называется Grand Belial Ski, называется такая группа. Еще Argos Land,
даже, в принципе, практически те же самые. Но они прям реально Куклус-клан практически. Они прям реально такие супер расисты. Но музыка прикольная. Прям рифы такие вкусные. У них реально много даже чернокожих фанатов. То есть, тут как ни крути. Да. Ну, вообще, это Как тоже, эта культура отмены тоже вот работает, такая вот непонятно. тема. В металле не работает. Ну, Луиса Армстронга очень любили расисты тоже. Вот, талантливый музыкант, он с их взглядами, просто тем, что он родился чернокожим, это как-то расходилось, но тем не менее. Мне кажется, музыка объединять должна все равно, в принципе. Есть знаменитая история, сейчас как раз чемпионат мира по футболу проходит, но когда во время Второй мировой войны просто как в знак перемирия сыграли там футбол, там немцы, по-моему, англичане или кто-то. Ну, то есть вот если футбол, спорт объединяет, точно так же музыка должна объединять. А ты когда-нибудь видел на концертах, чтобы там закидывали помидорами, скажем так? Типа прямо вокалисты? свистывали Да, что-то. У меня есть на это же история, да. Знаете такую группу Такс, как Наив, российская группа, панк, они, кстати, да, что-то такое играли. Не слышали? Не. Ну вот я тоже особо не слышал. Видел недавно в интернете. Ну, может. А их вокалист, он типа... У него там Чача, по-моему, прозвище. Да. И он, Точно. Радио Чача группу основал. Они вот по Иван там выступали. И, короче, это было на концерте как раз Faith No More. А он такой своеобразный тоже этот вокалист Наив, или Радио Чачи. И он говорит перед выступлением, вот мы там с ребятами из Faith No More в Сан-Франциско записывали, что-то такое, очень выпендривается, грубо говоря. И вот между песнями там что-то. И в какой-то момент они, прям из всей публики только один человек очень пьяный, он передо мной, там прям реально от него несло, прям настолько пьяный был. Он там головой тряс, все, ему нравилось. Всем остальным наплевать. Эта группа, и вот та, на которую, в принципе, основная группа, которая выступала, они очень-очень сильно отличаются. Так вот, в какой-то момент они начали даже там басист начал гривой своей трясти, как-то на комбик ногу поставил, этот вокалист как-то по-зерски микрофон начал держать, как будто там Стивен Тайлер, там Джеймс Хэтфилд, там все, супер, барабанчик, палки крутит, эти барабаны, просто нереальное что-то вытворяет. Я думаю, что они так, как будто бы публика с этого там жестко как-то угорает. Но, оказывается, фотограф вышла, и она начала их фоткать. Типа, тупо позерский момент, короткий. И в какой-то момент они там небольшой перерыв между песнями, тишина была. И вот посреди этой кромешной тишины, которая продлилась, наверное, секунду-две, какая-то девушка крикнула: «Идите на!» Просто максимально громко. Настолько тихо было, что это было слышно. И этот вокалист, он так застыл. Да, он застыл прям реально. И нам сейчас сообщили, что мы должны заканчивать свое выступление. Мы сыграем всего лишь одну песню и уходим. Они там должны были еще реально полсета своего отыграть. То есть, настолько неприятно было и настолько расходилось их творчество с последующей группой, со всех сторон. Разогрев очень часто важен, на самом деле. Часто я видел именно, что разогрев не принимали. Но вот прям, чтобы освистывали помидорами. А когда контраст сильный по жанрам. Вот это, кстати, часто. Публика приходит на одних, а еще Nickelback какой-то. Да, еще, мне кажется, были группы, которые, наверное, покупали места на разогрев. Одна и та же группа приезжала, она и открывала выступления очень разных групп. Они очень сильно отличались. А они прям очень посредственные были. Российская группа была, даже название помню. Poker Face. Если вы смотрите, вы прям очень, очень плохие были. В принципе, вот в истории очень мало таких концертов, по крайней мере, больших, где толпа реально освистывала. Вот вспоминаю разве что концерт Мерлина Мэнсона. Или вот этих Limp Bizkit, когда они там прям максимальный погром устроили. Кто-нибудь таскает с собой помидор? Откуда вообще это пошло выражение? Не знаю. Интересно. Это, скорее всего... Сейчас вспомнил запись вроде то ли на MTV, то ли концерта, где вот The Who вот играют, в какой-то момент просто начинают все крушить вокруг. Да. Но это, мне кажется...
это, связано с определенными веществами и психикой, наверное. Или просто вот... Ну, Кидмун кайф сумасшедший. имели. Кидмун сумасшедший. Ну да. Я помню, когда, например, вот, ну, мошпит, посередине стоит такой толстый чел, потный максимально. Ну, вот, кстати, вот эти стереотипы про металлистов, вонючих, потных и все такое довольно правдивы. Реально, да. И он, ну, такой огромный, реально жирный, высокий такой. И он руками машет, и этот пот разлетается там везде абсолютно. И он как будто специально хотел мало того, что ударить кого-то, но еще и, короче, наверное, потом как-то зацепить. И он на меня как-то полез. А я, ну, видимо, какой-то скилл вспомнил, успел как-то увернуться и врезал ему, короче говоря. Ну, и он после этого чуть-чуть успокоился. Но один раз мне прям жестко прилетело. Я на сцену залез, и что-то я испугался прыгать или что. Мне там говорили, нет, не сюда. А я думал, как они, вдруг меня не схватят. Но ни разу такое не делал. Ну, типа, ну, думаю, ладно, попробую. Там все прям прыгали со сцены. Я думаю, ну, ладно, как-то я мягко прилягу на них. А мне нет, вот так вот показывают. И, короче, куда я вот так вот прилег, один чел там, взрослый какой-то мужик прям, он меня прям сильно начал, мне, ну, наверное, лет 19 или 18 было, мне прям сильно в район паха начал жестко кулаком бить. Я думаю, сволочь, я тебя поймаю. Я, короче, как-то постарался ему ногой прям вот сюда вот двинуть. Но после этого я его не увидел, не знаю. И один раз, противная история, как раз первый концерт, такой вот именно тяжелый. Я прям рядом стою с усилителем, а я объелся пельменей. Я объелся. Здесь могла быть реклама какая-нибудь. Да, там прям очень жестко ими объелся. И ну, несколько кило съел. И, короче, а вы сами представляете же вот это усилитель, вибрации, какие он дает. И меня прям жестко расшатывает, короче. Ты блеванул? Ну, не, повезло, но я удерживался. В какой-то момент вот так вот раздуло меня просто. Было бы канонично, если это какой-то, не знаю, грандкор. Да, было бы прям шикарно. Но мне повезло. Я когда уходил с концерта, кто-то говорит, типа, вы видели, там кому-то плохо было, он куда-то убежать хотел. Ну, благо. Все нормально получилось. Ничего я не пропустил и никого не испачкал, скажем так. Но да, всякие разные курьезные ситуации были. А самое такое воспоминание какое-то, которое приятное осталось? Приятное? Ну, это было там тоже, ну, типа как сборная солянка какая-то. Там заявлено много было исполнителей всяких разных. И они продавали на него VIP-билеты. Ну, я в то время не работал, учился, бедный студент, но какой-то вот все равно откладываем. Там, я на концерты откладываю. Я иногда даже там в буфете не поем, но на концерт схожу. То есть, вот я вот такой худой, там не зря в универе был. Вот, и я отложил так на этот концерт, думаю, надо, знатно там пришлось. Лямпочка. Да. И это было, там было много исполнителей. Ну и было прикольно, что нас посадили за один стол в какой-то момент. А я как понял, их организаторы обманули вообще, не сказали, что типа вот, чтобы меня пересадить, например, меня там с какими-то ноунеймами сначала посадили. А потом меня прям вот там Удо Диркшнайдер рядом, например, сидит с вот таким вот пивасом, короче, реально. Я к нему подхожу уже пьяный, когда такой говорю, спасибо, что вы так часто выступаете. Зачем я это сказал? Перестал потом приезжать. Вообще. Да, и, короче, да, он так посмотрел еще, типа, наверное, видимо, реально я слишком часто приезжаю. И, короче, вот мы за одним столом сидели. А я еще, ну, алкоголь там налить, я думаю, приобщу их к кавказскому застольнику. Я начал загонять им, что у нас, ну, типа, порядок тостов есть, короче. А со мной вот рядом, вот напротив Джои Белладонна из Антракс сидит. Слева там Макс Кавалер с супругой своей, с которыми мы как-то больше заобщались, дружились.
И еще там кто-то тоже рядом. И вот там Удо, Дирк Шнайдер с таким пивом. Это самое забавное, что было. И я им говорю, у нас такое существует, мы просто так не пьем. Тост хочу сказать, уже в моменте даже вставать начинаю, как охранник такой сзади подходит. Типа, там был какой-то очень противный охранник. У него один глаз вот такой косой, прям стереотипный, супер стереотипный, вот вышибала из клубов американских, с фильмов. Прям реально. Insecurity. Да, ну прям он какой-то дебильный, реально. Ну, вот это, наверное, самое приятное воспоминание. И это было на 1 апреля, что символично. Да. Мы вообще караулили с другом. Он перебрался в Германию, прям ярый металлист, прям такой жесткий в том плане, что ну, на каждый концерт, я не знаю, он работает, чем занимается, но на каждый концерт ходит. И даже с группами там чуть ли не в тур практически ездит. Он там Nightwish обожает, что-то такое, он за ними прям по пятам ездил. Вот, мы с ним самые отбитые были. Мы реально караулили всю ночь в мороз. Ну, в Беларуси гораздо холоднее, чем у нас здесь. Гораздо. Ночью там минусовую температуру, особенно если из Абхазии приехал. Курток даже нормальных нет, ничего нет. Это жестко. И мы вот так стояли, караулили. Много кого, чтобы сфоткаться, там автограф получить, пообщаться немного. Они реально, опять же, всегда супер приветливые были. Поэтому жаль, что... Я надеюсь, когда-то момент настанет, что к нам тоже будет кто-то приезжать. Ну, хоть кто-нибудь. Было бы славно. Вот если вот так вот начать думать, какую группу можно такую назвать, которая вот с большей вероятностью вот прикололась бы здесь выступить? Я думаю, много групп именно, вот, кстати, панковых таких каких-то. Я думал, типа, Exploded, что-то такое, они бы прикололись. Типа, это потому что, наверное, еще уникально. Да. И вот, ну, опять же, те группы, которые... Есть группы, которые везде хотят сыграть, во всех странах мира. И вот, ну, такие группы... Мановар, может, кстати. Мановар? Не, офигенно, ничего. У нас такой грохот был бы, по всей республике было. У них остался их вот этот вокалист? Да, конечно. Им сейчас по сколько лет? Ну, много. 60 с лишним, наверное, да. Но они выглядят хорошо. Ну, они же такие прям... Да, но они там и с подтяжками даже, они прям за собой жестко следят. Вот просто однажды вот такой мысли приходили вот с друзьями, то, что вот Канье Уэст бы прикололся, скорее всего. Кстати, да. Он же такой. Да, он отбитый. Да. Он бы прикололся. Ну, мне кажется, есть исполнители, для которых было бы интересно. И плюс, ну, сейчас, если про политические моменты говорить, возможно, многих статус смущает, к сожалению. Но я думаю и надеюсь, однажды все-таки, ну, просто какие-то, когда приезжают заявленные, там, не знаю, Бонни М, там кто-то, там что-то там. Были же у нас какие-то. Тоже прикольно, наверное, но что-то хочется. Есть что-то такое, что ты, там, не знаю, в детстве слушал или ты даже студенчество, а сейчас тебе прям стыдно это врубать? Прям стыдно, чтобы было. Ну, или что-то тебе так разонравилось. И тебе... прям, чтобы сильно разонравилось. Такс. Ну, не знаю, какой-то глэм, наверное, какой-то прям жесткий глэм, прям такой гейский. Мотли Крю. Не, Мотли Крю некоторые можно, но вот мне Red до сих пор нравится, кстати. Red прикольная группа. А вот что-то на типа... пафосных щах. Да, нет, типа вот эти там Firehouse был какой-то, там Poison какой-то, такой супер гейское, слащавое, приторное, да. Это, ну, не могу слушать. Оно, ну, типа, рок-музыка, мне кажется, все равно какой-то драйв должна иметь. А тут оно релизами, супер релизами. Давайте сыграем в игру. Игру? Да. Так, я сейчас буду зачитывать четверостишье на русском языке, а ты попробуй угадать, что это за песня. Я один буду участвовать? Да. Покажи. Только погромче. На Хрустальной горе строятся замки, на вере и на слезах тех, чьи глаза пусты. Это Death, Crystal Mountain. Браво. Я даже не дочитал.
Черное солнце, приди и смой весь этот дождь, черное тоже солнце, пролейся на нас. Это Каркас, Black Star песня, наверное? Нет. Нет, а что? Подожди. Нет, в моих мыслях никто не догадался, скрывая мое лицо. Да, вот очень очевидно. Очень. Вот, сильно, далеко не так тяжело, как каркас. Черное солнце. Это Soundgarden, Black Hole Sun? Yes. А. Black hole sun, won't you come? Wash away. Твоя голова раскалывается надвое. Мой гнев не остановить, никакого сострадания. Только чистая брутальность, лицо раздолбленное. Это, Я уже просто да, ну перевод. там уже перевод полный был. Cannibal Corpse, Да. Smash Face, да. Медленно мы гнием, твоя плоть сползает с костей, тьма забирает все, что у тебя было. Мы все превратимся в прах. Подожди. Мы все превратимся в прах в конце. Это Obituary, Slowly We Rot. Yes. Ну там прям у них, кстати, в основном чисто звуки какие-то там. Тут, что она перевела, может, вольная интерпретация. Вспомнил конечно. название, короче. Да. Я мысленно копаю собственную могилу. Каждому суждено однажды лечь в эту землю. Все, чем я буду в итоге, это просто куча костей. А это что-то уже, наверное, ну, типа, какой-то готик метал, наверное, что-то Doom такой какой-то, типа, не, у Paradise Lost что-то такого нет, но мне кажется, ну, в плане текста, не знаю даже, что это. Alice in Chains. The Alice in Bones. Chains. The Bones, блин. Я только там вот это... Так, следующий. В глубокой ночи, где замерзают слезы, ангелы падают на колени, тьма поглощает их крылья, превращая свет в пепел. Там, где лежат мертвые ангелы, царит вечный. Это Dissection. Подожди, Да. как... Where Angels Lie, что-то Where такое. Dead Angels Lie. Dead Angels Lie. Бомба профессор. Я запер тебя в комнате, полный мух. Я смотрел, как у тебя вырастают крылья. Ты изменилась. Теперь ты кажешься мне совсем чужой. Подсказка — это группа для девочек-готок. Хим, наверное. Нет, не слушай его, не слушай. нет. Блин, это Type on Negative. Нет. Я запер тебя в комнате. чуть Полный встретил. мух. Я смотрел, как у тебя вырастают крылья. Ты изменилась. Теперь ты кажешься мне совсем чужой. Наверное, это The Cure, да? Нет. Нет. Блин, Это нет, вообще Deftones. не- Deftones, Да. что-то есть. Change. Блин. Change. Ну да, кстати, хорошая подсказка все Да. равно, да. И вот ты еще вспомнил Хим. Блин, ну я прям копнул. Мгм. Музыка летушек 26-го года. Копай глубже, зарой меня в эту землю. Очисти мое имя от твоей грязи. Я не собираюсь больше терпеть эту ложь. Копай свою могилу. Чё, я думал, это Мадвейн. Да Да, блин, ну да. да, Матвей, да. Ой, чё. Да. Здесь будет этот отрывок. Просто закрой свой рот. Закрой свой рот, пока я не сделал это за тебя. Ты слишком много говоришь. Ты утомляешь меня. Просто исчезни из моей жизни. Очень популярно. Это вот песня с очень с очень крутым рингтоном для телефонов в В России 2000-х. очень популярно, кстати. Даже если зайти на официальный клип, тупо подряд одни русские комменты идут. Блин, я не знаю, что это. Pain, shut your mouth. Блин.
Ты единственный, кто заставляет меня чувствовать себя живым. Ага. Единственный, кто забирает мою боль. Ломай меня, пока я не стану частью тебя. Это Это прикольно. Static X. Да. Как раз Ломай меня полностью. Ломай меня полностью. Ломай меня полностью. Ага. Пусть тела упадут на пол. На пол. Пусть ничего не осталось, Да. только чисто ярость. Один что-то не так со Прикинь, мной. вот Два слушай. что-то не так со мной. Да, вот реально ты слушаешь и буквально там Перевод. такие тексты. Реально, по-моему, в каждом фильме ужасов или что-то такое. Прям Корабль-призрак, по-моему, там в конце реально там пол. Опустись на дно вместе с этой болезнью. Открой свои глаза. Почувствуй эту дикую ярость. Ты Это- хочешь сломать меня? Попробуй сделать это прямо сейчас. Ну, наверное, ты Disturbed, Down in the Sickness, да? Приходи такой, какая ты есть, какая ты была. Приходи как мой друг, как старый враг. Не торопись, поспеши, выбор за тобой, не опоздай. Смой грязь со своего лица. Наверное, это, наверное, Нирвана, Come As You Are, да? Да. Мгм. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend. Так, и последнее. Ты заставляешь меня чувствовать себя уродом на поводке. Что-то сидит глубоко внутри меня, а я отдаю свою жизнь этой боли. Ну, мне прям Видишь, сейчас... я готов у меня сорваться. прям мурашки. Хотя не особо не метал, не люблю это. Это... Подожди, Freak on a Leash, да? Корн, да. 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 Кстати, вот говоря о группах, которые я не оценил во время их выступления, Корн, к сожалению, Мгм. просто я Это в каком году было? в 14-м. Я просто специально забил на них. Но зря, они прям Мгм. прикольно выступали. У них сейчас новая волна популярности. Да, и они продюсируют, кстати, свой новый альбом, типа аналогово, полностью аналогово. Нишево. Нишево. Пора сворачиваться. Уже как бы не детское время, мне спать надо. Наша уже традиция. Мгм. Держи маркер и подписывай что-нибудь на нашей скатерти. Да. Свой след в аналах истории, так сказать. Тогда Джотеру я и напишу, как вы меня представили. Я напиши «Ора». Ура, так. Е.